14 июля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,48 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,17 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,49 сомони за 1 евро. Средний курс и продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,48,87 до 10,40 сомони, 1 евро от 10,49,81 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1710 до 0,1730 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром растут, а рынки продолжают оценивать перспективы предложения. При этом внимание сохраняется и вокруг ожиданий по спросу после выхода статистики по запасам в США. Нефть марки Brent находится на уровне $125 за баррель, марки WTI на уровне $96,8. Стоимость золота в четверг утром опускается, дойдя до отметки в $1726,45 за тройскую унцию. На фоне роста курса доллара к меловым валютам инвесторы бурно отреагировали на данные о рекордной с ноября 1981 года инфляции в США, поддерживающей ожидания по увеличению ставки Федеральной резервной системы. Антимонопольное ведомство Таджикистана объясняет рост розничной стоимости дизельного топлива подорожанием этого вида топлива в странах-экспортерах и повышением курса российского рубля. Это связано с увеличением спроса и ростом цен на заводах-производителях, а также укреплением курса рубля, сказал об этом первый заместитель начальника антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Сафарали Курбонзода 13 июля на пресс-конференции в Душанбе. Он отметил, что в начале этого года стоимость 1 тонны дистоплива на российских заводах составляла $560, а в конце первой половины текущего года $890, то есть рост на уровне 58,9% или на $330 за 1 тонну. Причины подорожания топлива в странах-экспортерах мы не можем комментировать, добавил Курбонзода. Между тем, некоторые поставщики ГСМ связывают рост цен на дистопливо с военными действиями России в Украине. Они утверждают, что главным топливом бронетехники, военных грузовиков и прочего наземного военного транспорта является именно дистопливо, так как дизельные двигатели более долговечны, меньше потребляют, имеют сравнительно большие мощности на низких оборотах и прочее. По данным Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, в январе-июне этого года Таджикистан импортировал около 180 тысяч тонн дизельного топлива. Более 95% этого энергоносителя импортировалось из России. Согласно статданным, розничные цены на дистопливо по республике за 5 месяцев этого года повысились на 8,4%, а стоимость бензина и сжиженного газа на автозаправочных станциях, наоборот, снизилась на 1,8% и 16,1% соответственно. Министерство энергетики и водного хозяйства опровергает сообщения пакистанских изданий о возможном пересмотре первоначальной стоимости таджикской электроэнергии для Пакистана по региональной линии электропередачи «Газа-1000». Мы пока официально от пакистанских коллег ничего не получили, сказал об этом первый замминистра энергетики и водных технологий Джамшед Шоимзода на пресс-конференции в Душанбе. Он отметил, что недавно проект «Газа-1000» обсуждался с пакистанскими коллегами, и на этой встрече вопрос о стоимости таджикской энергии для Пакистана даже не поднимался. По словам Шоимзода, проект «Газа-1000» успешно реализовался даже на территории Афганистана. Однако после прихода талибов к власти партнеры по развитию заморозили проект. Но сейчас ведутся работы по возобновлению проекта, добавил Шоимзода. Также он сказал, что на территории Таджикистана реализация проекта завершается. В результате проведения почти 90 аудиторских проверок Счетная палата выявила финансовые нарушения на сумму в 158,8 миллионов сомони. Это на 75,6 миллионов сомони больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя в этом году было на 52 проверок меньше. Об этом на пресс-конференции 14 июля отчитался председатель палаты Карахон Челазуда. По его словам, из общей суммы финансовых нарушений 13,9 миллионов сомони – это
это незаконные расходы денежно-финансовых средств, 1,2 миллиона сомони – недостача и присвоение денежных материальных средств, 9,1 миллиона сомони – завышение стоимости ремонтно-строительных работ, 456 тысяч сомони – это ущерб от продажи и аренды государственного имущества, 65,3 миллиона сомони – это потеря денежно-материальных средств, 15 миллионов сомони – обязательные и другие платежи в государственный бюджет, 1,6 миллиона сомони – это невыплаченные дивиденды по государственным акциям. Челазода подчеркнул, что 99,2% от общей суммы финансовых нарушений возмещено. По его словам, для оценки исполнения государственного бюджета аудиторские мероприятия проведены в 63 структурах министерств и комитетов, а также государственных организаций. Там выявлены финансовые нарушения на сумму 86,4 миллиона сомони, из которых восстановлены 85,3 миллиона сомони или 98,7%. Более 31 миллиарда сомони выделено на реконструкцию и строительство Рагунской ГЭС в период 2008-2021 годов. Об этом на встрече с строителями Рагунской ГЭС сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Указанные средства на строительство и реконструкцию гидроэлектростанций в указанный период были выделены из государственного бюджета и из других источников финансирования. Как отметил президент, в текущем этом году на продолжение строительства Рагунской гидроэлектростанции из государственного бюджета будет выделено 2,6 миллиарда сомони. С начала текущего года на оплату строительно-монтажных, проектно-изыскательных работ, приобретение оборудования, товаров и строительных материалов и других услуг в целом было выделено 1,2 миллиарда сомони.